Мужает декабрь, морозные силы набирается. Снег в высокие сугробы собирается, ветры без устали с метелями хороводят, а в воздухе праздничным духом веет. Скоро Новый год все города и деревни встречать будут, а вот в немецком селе Пришиб народ уже веселится, Рождество отмечает. К этому празднику местные жители задолго готовятся, дома украшают, да свечи зажигают. По традиции Рождество семейным праздником считается. В селе все ритуалы и обряды в каждом доме свято соблюдаются. 1 декабря начинается Рождество. Первую свечку будем зажигать 1 неделю. Первая свеча – это мир. Второй недели зажигается вторая свечка – это любовь. Третья свечка через недельку зажигается – это вера. Последняя, 4-я свечка зажигается надежда. Welche Knoche? Ich bete alle Woche, ich bete alle Minute. Wenn ich dich rumdrehst, kriegst du den Stut. Этот стишок я рассказывал Деду Морозу, когда он пришел к нам в дом. К Рождеству у нас готовится куха. Это выпечка обязательно у немцев считается. Вот тесто сделала. В это тесто нужно брать литр молока, пол-литра сметаны, 750 грамм сахара, 4 яички и стакан масла подсолнечного. В эти дни возле елки, разукрашенной яркими игрушками да разноцветными гирляндами, стар и млад собирается, чтобы главный праздник в году отметить. Обычай украшать елку к нам из Германии с XVI века пришел. В давние времена верили, что еловые колючки злых духов, тьмы и холода из дома выгоняют. А чтобы лесная красавица без дела не стояла, ее всякими игрушками да сладостями наряжали. А вот и куха. Сейчас будем чай пить. Der war so grün, so breit, da hab ich so viel tausendmal als Kind mich dort gefreut. Das hab ich so viel tausendmal als Kind mich dort gefreut. Это старинный песник, но здесь и молитвы, и песни вообще на все случаи жизни. Здесь песни и на праздники, на все праздники, особенно праздники у нас у немцев считается Weihnachten, это Рождество, которое справляется 24 и 25. Написана эта книжка на готическом языке, который умеют читать только наши бабушки, мама. Мы, конечно, в школе уже шрифт изучали другой, а они когда-то учили вот этот шрифт, и все уроки, все было у них на немецком языке. И досталась эта книжка тоже от прабабушки. Раньше мы работали доярки, мы с песнями поехали на поле, с песнями обратно. Домой из фирмы шли с песнями,
Всегда мы пели. Нас на физгармонии играли, на большую скрипку, на маленькие скрипки, на гитаре, на балалайке. На этой физгармонии в 1931 году играл мой дедушка Кеслер Вильгельм Вильгельмович, когда работал в Алексеевской школе учителем музыки. А в 1935-м его и еще его 5 друзей увезли ночью далеко, как потом рассказали бабушки, это была тюрьма. Или, как называли по-другому, лагерь. Но оттуда никто из его друзей живыми не вернулись. Днем был адский труд, когда копали себе могилы, а вечером молодых ребят увозили, и больше они не возвращались. Так в 1937 году, когда дедушку увезли, за ним приехала машина. Оказалось, что в этот день у начальника лагеря юбилей, и нужен был просто музыкант. Дедушка играл на физгармонии, на скрипке, на гитаре. Всю ночь он веселил начальство. А утром добрый начальник пообещал ему выполнить любое его желание. А желание у дедушки было одно. «Ich will noch einmal sehen meine Kinder und meine Frau». Он хотел увидеть в последний раз свою жену и своих маленьких детей. Начальство разрешило, и через неделю к нему приехала бабушка с маленьким больным 6-летним ребенком. Целую неделю бабушка и дедушка были вместе. А через 9 месяцев родился мой папа, Кеслер Вильгельм Вильгельмович. Как музыкант, дедушка по ночам развлекал начальство, днем работал на каторжных работах, и все-таки через 5 лет его освободили. Рождественские праздники мы встречали всегда вместе. Мы пели детские песенки, папа играл на гармошке, а бабушка играла на гитаре. А еще у нее был пианино, на котором научил играть и нас. Подарки рождественский человек Пельсенкиль приносит. Он вместе с милой Кристкинд по гостям ходит. Пельсенкиль вывернутую шубу наряжен. Вместо пояса для непослушных детей у него цепи завязаны. А в мешке для прилежных ребятишек подарки лежат. Ich wünsche neues Jahr Frieden, Gesundheit und langes Leben. Считалось, если кто приходит в дом с поздравлениями, принимали эти жильцы дома очень хорошо, им весь год будет благодать и удача. Вручали детям, обычно изготавливали там глиняные свистульки или вырезанные с дерева. Девочкам делали, значит, самодельные куклы. Во все времена, и в трудные годы, и в нынешнюю пору, жители села Пришиб весело и сытно Рождество стараются встретить, чтобы по старинной традиции весь будущий год удачным был. Я где-то в 5 классе учился. Желание было большое. Я любил с детства музыку слушать. А самому тоже охота была. В детстве я, значит, даже бывал дощечку беру и там что-то такое. Охота была вроде играть на гармонии. В то время я уже и трудился немножко, помогал по хозяйству, помогал матери. Потом я уговаривал, давай купим гармошку. Ну, денег вроде не было, чуть-чуть наскребли. Пошли вечером поздно уже где-то к одному частнику, он решил продать свою гармошку. Вот. И купили, принесли. Но мать поставила условие. В течение недели, если ты что-нибудь не сыграешь, я ее обязательно продам. И вот я после занятия в школе прибегаю, там по хозяйству пришлось помогать.
и старался что-то выучить. Ну, в течение недели мать уже спрашивает, ну, покажи-ка, что ты можешь. Ну, я что-то 2 вещички уже так маломальски сыграл. Он говорит, ладно тогда, сынок, давай учись дальше. Ну и так вот пошло, вроде быстро научился. Вечером 24 декабря немецкие семьи в церковь на рождественскую службу идут. Песни поют, Христа восхваляют. Любимыми цветами немецкого Рождества издавна зеленый и красный считаются. Зеленый цвет – цвет надежды и верности, а красный – кровь Христа. Рождество самым главным праздником в году считается. Отмечают его в кругу семьи 8 дней.